Сегодня мы открываем новую рубрику. Это было недавно, это было давно, в которой будем обращаться к страницам истории Якутска уже новейшего времени. У нас же люди, живущие в Якутске, вообще не знают историю, даже вот современную историю, не говоря уже о той истории. Работал я у Журбина в бригаде, мы сделали, опять же, единственное в Якутии, у нас была комплексная бригада, то есть мы делали все виды работ. И сваи ставили, и стены делали, и отделочники были. Бригада была 125 человек. По методу Травкина Николая Ильича мы работали. И меня избрали председателем всей этой бригады. Но я был уже опытный товарищ, мне было целых 25 лет. Задача была, как каменщика, пришел, когда сюда надо искать. То есть наша бригада занималась, всем. Конкретно наше звено строило это пождепо. Сколько каменщиков не было, я и у меня там подсобника было, вот эти кирпичики все я и клал. Большая площадь. Трын, с рулеточкой. Ты рисуешь, так. Через 2 дня верхом на квартиру, сделанная твоими руками практически. Мы тогда кирпичом работали и такой гипсолит. То есть 80 миллиметров толщиной и 80 на 40 такие размеры, белые такие плиты. Гипс это делался тоже у нас. Гипсовый завод был в районе сегодняшнего хлебокомбината. То есть вообще строительный комплекс был очень здорово развит. Чтобы понимать масштабы такие. То есть вот 10 тысяч свай стоит под этим зданием. От 12 до 18 метров. То есть мы видим тут буквально надводную часть, да? Надводную часть, да. Когда мы уже половина почти была свай поставлена, уже ставились колонны, стены, и вот там, где оказался непроработанный геологами криопек. То есть ребята наши сверлят дырку, опускают свай, она куда-то делась. Что делать? И вот тогда, кстати, начали сначала ставить 18-метровую, то есть 12-метровую сваю, к ней приварили еще кусок, вот это все опускали, но где-то могли это, где грунты держали еще, а вот где это был криопек, пришлось это делать большой котлован, выбирать всю эту шнягу, по-русски говоря, делать мощную бетонную плиту, и уже в эту бетонную плиту ставили карандаши, как мы их называем, потом засыпали, и вот дальше начали строить. То есть это, конечно, грандиозная стройка, но попробуем сейчас зайти вовнутрь, пройти по цеху. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы что, с камерами идете? А это наш музей «Моя Россия». То есть я им говорю историю того, как я работал на стройке, начиная с 1976 года, что мы построили. Говорю, и вот венец, так сказать, нашего большого дела, это вот ДСК. Сейчас вот мы там по свае зашли, говорят, единственное, самое большое в мире здание на сваях, 10 тысяч свай. Какой сейчас объем ДСК строить домов в среднем? В среднем, у нас вот по 2020 году мы ввели около 40 тысяч квадратных метров. В этом году поменьше, у нас где-то 15-20 было. Стараемся около 30 тысяч кубов в год делать. Это, в принципе, половина от нашей мощности. У нас 70 вообще проектная мощность производства 1000 кубов в год. Сейчас где-то мы перспектива вообще ДСК остается? Так скажем, есть где еще работать, можно загружаться. Тем более мы сейчас еще работаем на северные улусы вот этой новой серии своей, так скажем, в кавычках новой серии. Также идет панельное домостроение, просто там идет не трехслойная панель, однослойная, и уже под любой фасад вентилируемая, она пригодна. То есть, в принципе, вот этот комбинат нельзя останавливать вообще, потому что вот в него нельзя загнать ни одно производство другое. То есть мы не можем производить здесь там самолеты и так далее. То есть мы можем только делать строительную индустрию. Останавливаться нельзя, это точно, да. Опасно для жизни. Но мы зайдем там, пройдем. Конечно. Все, давайте, до свидания. До свидания. Сейчас вы зайдете в сказку. Страшную сказку.
эта наружная панель точно. с балконом, который стоит на кухне. Но имеется в виду, что трехслойная панель, вот сейчас подойдем, можешь, это минплита, то есть бетон, минплита, бетон. Это для утепления, да? Да, да. Ну, то есть там стоит полистирол, а снаружи делается уже... Слушай, а вот это вообще материалы якутские? Вы говорили, что в Якутске куча всяких полезных ископаемых. А вообще бетон делается из якутского песка? Нет, мы его привозим из Краснодарского края. Подожди, а минплита? Тоже делается в Якутске. Ну, в Массагалохе. Наши, Конечно, конечно, конечно. Вот, чтобы понять его размеры. А там вот отдел качества, то есть проверяют всегда. Подожди, ДСК это вот огромное такое помещение без каких-то... Вот эта часть, где мы сейчас стоим, это там туда засыпается песок, цемент, вода, это все вот так вот бурлится, и потом и выливается, что называется, бункера. Ну, есть смысл идти туда по заводу? Если у нас ничего не упадет. Делается, заливается, и потом там опять пропарочные камеры, все это Но сушится. это более мелкий. Ну да, внутрь. То есть там у нас уже открытый склад холодный. То есть там уже на улице грузятся панелевозы и везут на площадку. Я спрашиваю, что это такое? Вот люди вот живут в этих домах. Я говорю, что это такое? Дом. Все? Вот эти. Я говорю, внутри хоть раз были? А что, можно? 76-й год, вот, первая. То есть мы ее весной начали, к Новому году уже закончили. Строил это главстрой. Кстати, здание мэрии, это вот первое семиэтажное здание, это в 75-м году построено. А в 76-м году мы вот этот первый дом дали. И вот там вот этим билбордом закрыты цифры. 1976, это вот я со своим, я был подсобником, потому что мне было всего 16 лет, но тем не менее я был каменщиком, а мой наставник, он как раз эти циферки ложил, клал. Это был первый жилой дом, в котором был лифт, естественно, все катались на этом лифте. Параллельно мы строили второй дом, и вот в 76 году до зимы мы выложили 5 этажей, потом нам сказали, все, тормозите, стену будем класть только летом, но в теплое время. И мы вот заканчивали уже в 77 году его. Третий, в том же 77 году, то есть мы строили где-то примерно 2-2,5 этажа в месяц. А технология вообще была... Да мы единственные, кто на вечной мерзлоте строит такие дома. Я понимаю, что на вечной, но там хоть в Сибири такие дома уже строились? Нет, в Сибири, наверное, строились, но нигде же нет вечной мерзлоты и свай, кроме нас. Вот этот магазин тканей, это уже и вот, кафе «Катюша» назывался, это круглое, которое сейчас в Хачапуре, это мы уже в 82 году строили. То есть это вот кирпичные, прямо вот так стояли и выкладывали по кирпичику? Объясни мне, как А дилетант. внутри еще вот такой толщины стена, 80 сантиметров. Сначала ставится эта стена. Нет, все кладется, сначала облицовка, вот эти вот пол кирпича называется, Так. а потом все остальное 80 сантиметров. Тоже кирпичами? Ну, или блоками, или кирпичами, ну, а как? В одном кубе, сейчас помню, 360 кирпичей. Мне надо было, ну, то есть, когда я уже был каменщиком, 12-этажку мы ложили полностью из кирпича. Мне надо было в день положить, ну, хотя бы куба 3-4. Это значит 1000 кирпичей, да? Это минимум, да. Они снились потом? Не. А блоками мы там делали 12-15 кубометров, то есть там, ну, на самом деле профессия каменщика очень тяжелая. И такая она, ну, будем говорить просто так, вот
то, что Ну, сейчас вообще люди- называют каменщиками, это не каменщики, это так. Это укладчики. Укладчики в полблока там какую-то фигню. А вот здесь вот, да, надо было систему перевязки и так далее, и так далее. Ну, в общем, так интересно. Мы же работали в минус 50, а нам останавливали краны. То есть краны уже не могли работать, а вы могли. Да. То есть у нас был внизу растворный узел, где грелся песок, вода. Это все смесь готовилась и подавалась на наверх такой тепленький раствор. И ты вот, пока это не замерзло, быстренько должен работать. Эй, дик-дик. А руки в чем были? Перчатки и верхонки, все. Больше ты одной рукой должен кирпич брать. То есть правая у тебя кельма, левый кирпич. Двумя руками кирпич брать нельзя. Ты не сделаешь норму. Да, кстати, тут вот эти очень некрасивые балконы. Ну, это вот такая стекловолокно ограждение. То есть оно металлическое ограждение, снаружи вот эти некрасивые. А по проекту на каждом балконе нарисована была такая большая ромашка, ну то есть они таким в шахматном порядке. Ну вот как-то То есть потом их закрыли или их не было. Там вообще профлист повесили, то есть вот это вот отступление от проекта Почему? было Потому что, как обычно, денег не хватило к концу на ромашке. А, ну да. Ничего не могу сказать. Когда мы этот дом строили, здесь стоял старый дом, ну, в котором когда-то жили люди. Это сейчас все это 19 век, потом все это снесли. То есть это был, конечно, старый город. Рядом здесь, вот где сейчас забор вот этот, здесь стоял другой старый дом, в котором был винный магазин. И тут, конечно, так веселуха была. Вот вы же строили, получается, на месте снесения, ничего не нашли ценного. Или тогда это было неинтересно? Нам это нафиг не надо было. Ну, то есть, это сейчас как бы. Как-то мы без жалости эти дома все сносили, сжигали. Кстати, магазин юбилейный, где стоит на проспекте, на его месте стояла первая поликлиника. Да, та знаменитая. Да. Я был одним из последних ее клиентов, то есть пациентов. Вот, и буквально там через несколько дней ее подожгли. То есть ее специально сжигали, была пожарники, то есть они Стояли, так да? стояли, да. Безопаснее, да. Но вообще очень много сжигали. То есть старые дома тоже зачастую их не разбирали, их сжигали. Сейчас смотришь на это, думаешь, ну блин, там настолько было все мощно, такие классные бревна, наличники, и там, и наверняка где-то можно было найти какие-то артефакты. Ну да, сейчас, да, Это сейчас, так сказать, задним вот. умом, да. Строителя. А кто это? Директор музея памяти. А, это он и есть. Я считаю, склеп Владимира Володина. Вот это вот 4 куста, это называется сквер. А, я еще думаю, что-то я не помню, что я на это То есть нам главное сделать бетонные работы, асфальтовые, поставить бронзовую фигуру за несколько миллионов, И всё, и 4 всё. кустика. воткнуть, да, мы еще называем удочками. Ну вот это вот Чернышевского 4/1, это первый 12-этажный дом в городе Якутске. Он выложен практически из чистого кирпича, весь кирпич покровский. Внизу стена была 1,20 м толщиной, ну там в отдельных участках, а так она 80 сантиметров. Дальше идет. И когда мы опять же начали работать, тут, ну это был, опять же, видите, тут много свай, они 12-метровая глубина. И нам было предписано класть стену только из целого кирпича. То есть, когда вот с Покровска приходил понтон, на котором 250 кирпичей должен быть, половина из них были сломаны уже как бы на понтоне. Качество плохой кирпичей или Да, доставка такая была? Ну и доставка там, дорога такая у нас была. И мы это обязаны были все это выкидывать. И вот до 3-го этажа мы клали все только из целого кирпича. Ну, для перевязки, конечно, там делалась 3/4, половинка там где-то. Так вот, дойдя до 3-го этажа, рядом с нами была гора из этих кирпичей, тоже до 3-го этажа почти. Ну, то есть это, не знаю, сколько там тысяч кирпичей мы выкинули. Опять же, вот нарушение задумок архитектора. Вот по левой, вот, от угла, если брать, там вот закрашенное, там торчат такие, если приглядеться, уголки стены. То есть мы, возведя стены, наружу выводили уголок. И вот должна была быть такая прямая, узор должен быть прямоугольный, за ним круг, опять прямоугольный. И на все 12 этажей должна быть такая вот архитектурная такая задумка. Не знаю почему, но опять она не была сделана, и это, в общем-то, было бы украшение какое-то.
А для кого строился дом? Или когда дома строились просто? Заказ горисполкома и все. Ну, какую-то часть квартир выделяли строителям. Кто здесь получил? У нас, по-моему, водитель внутри работал, Лисица. По-моему, он получил здесь квартиру, насколько я помню. Но они теплые вот эти дома? Конечно, До сих конечно. пор там, Вот ему уже в этом году 40 лет. Ну, я думаю, еще 40 он точно простоит, как минимум. Ну и сваи, получается, 12. ставили как-то, пробуривали под каждую сваю, да? конечно. Так, и сверлится отверстие, ставится свая, заливается специальным раствором. Вот такой известковый песчаный раствор, он меньше тает. Он замерзает, и свая получается как замерзшая в стакане стоит такая. То есть это она не упирается там где-то в землю в конце, она по всему столбу, она стоит, что называется, вмерзшая. Ну и вот когда мы строили, тоже тут очень много было экскурсий, потому что для всех 12 этажей, это 42 метра, вот верхняя точка. Конечно, это было грандиозно. И когда мы говорим, например, о шахте Шергина, какая глубина в шахте Шергина? 116. 3 12-этажки. Я Вот до сих поставьте пор- их сейчас. Я до сих пор не могу представить, знаешь, как А это под землю, 3 12-этажки под землю. С тем когда не говоришь- играешься, да, на воде такой. В воде там урони камушек 50 грамм, он уже там внизу будет ударять как 5-килограммовый, если не больше. То есть это тоже страшно. То есть, ну вот, так что обидно, что памятник не строителю, а директору мебельной фабрики. Но он здесь жил, да? Нет, он жил там, он здесь мимо ходил. Вот жесткая логика. Институт физико-технических проблем Севера. Там абсолютно советский, так что называется, архитектура. Конструктивизм? Да. Или что? Ну, как он называется, это архитектор, ну, это вот административное здание в 1976 году. То есть за зиму было полностью построено это здание. Ну, есть такой у нас способ замораживания кирпичной кладки. Но здесь кирпичей не было, здесь были только одни блоки. Кирпичный завод оставил на ремонте зиму. И все это клали мы из чистых блоков. А весной, когда наступала весна, вот март месяц, то надо было обязательно делать такую систему постепенного оттайки. Система оттайки, там в это время никто не должен работать. И мы вот конкретно занимались тем, что вот вдоль вот так вот были навешаны бревна с этой и с той стороны. Между ними мы стягивали такой вот катанкой, проволокой, ломами. То есть, у нас... Формовали как-то, да? Короче, у нас это здание разошлось, по-моему, на 6 сантиметров между низом и верхом, вот так вот, во время оттайки, потому что, резко оттаяло, и раствор, так сказать, не успевал, то есть вот здесь оттаивает, там, в общем, была маленькая проблема, деформация. И мы вот этими бревнами стягивали все здание, так, как бы держали его в таком решете. То есть до середины лета это стоит полностью, раствор оттаял, набрал прочность, и потом эти все бревна убирались. Под каждой балками, то есть на подоконнике тоже ставились столбы, чтобы, так сказать, снимать нагрузку со столбов, тех нагрузка, которая идет, бетонные плиты и так далее. Ну, вот такая вот работа у нас была. Вообще, сколько объектов, когда строили, так водили? Считая жилые административные. Это сложный вопрос. Мы, как строители, полностью штукатурили, делали полы, стеклили, другие предприятия. Сегодня делают коробку, привезли готовые блоки, воткнули, тепло запустили, все. То есть они не знают, что такое кафель, они не знают, что такое штукатурка, тем более обои, малярка и так далее, и так далее. А тогда это все вручную. Это, конечно, ужас был, как работали наши женщины штукатуры в этих жутких условиях. Поэтому сдавали дома, потому что планы были какие-то. Но, правда, мы все к 7 ноября, к Новому году, к 1 мая, у нас других там дат не было. В отличие от, опять же, когда я начал работать со строителями, у них по неделям все было расписано, что мы должны делать на 25-й неделе, на 32-й, на 48-й и так далее.
Ну, то есть Приятно вспомнить. вам сколько объектов удавалось обойти, так сказать? Ну, это, по-моему, за год сдавался такой объект. Ну, вот та же больница на РБ-2, она строилась года 4, если не 5. Вот это огромное Да, здание, да? да. Очень долго она строилась. А медцентр, которым, так сказать, диагностический центр в 90-м году со стрийцами, мы в марте начали заливать стены. К Новому году мы уже практически запустили тепло. Внутренне, снаружи все было сделано, и через год практически запустили. То есть за 2 года сделали здоровенный объект, потому что была другая технология, и строительные, так сказать, и материалы, и инструменты, все было уже другое. Нет, вот, получается, это здание 76-го года, Да. и девятиэтажка же тоже 76-го. Ну вот мы это закончили. Ага, и побежали туда. Побежали туда, да, то есть мы вот с октября 75 года до марта 76-го выложили, убежали туда. Начало оттаиваться, вы Да, побежали да, в том да. сторону, И так прибежали далее. туда стягивать. И вот да. так вот у нас, что называется, потом мы там садик строили, потом мы еще что-то делали, потом вот я сам и пришел, мы уже, ну, поедем сейчас к юбилейному. Поехали. Ну вот, вообще это здание областного суда, исторический, да? 1906 года постройки, архитектор Лишевич, который построил библиотеку, вот этот областной суд. Там у нас еще Казначейство. казначейство и архиерейские палаты, которые теперь у нас в музее имени Ярославского. Ну вот к 90-му году практически здание было утрачено, развалено, то есть вот эта фасадная часть выступающая, она упала, поэтому тут стоял такой большой плакат. Та восточность тоже была завалена, там был пожар, и она обвалилась. И наша задача была вот полностью восстановить это здание в том виде, как оно было. В гражданском проекте, то есть они делали полностью проект, ну, то есть этого здания. И мы его начали разрушать. И вот по периметру всего здания была такая как бы стягивающая лента, ну, вместо арматуры, кованые, из так вот взятые, то есть по периметру первого, второго этажа и внизу. И когда мы полностью разобрали, вот там внизу бутовая кладка фундамента, и мы, чтобы не сверлить сваи в бутовой кладке, предложили перенести на 1,5 метра, ну, по диагонали от проспекта Ленина, чтобы, ну, можно меньше уйти от трудной работы. Вот, и в 90-м году мы активно практически, то есть делали фундамент, сразу делали между сваи отмостку. Я выезжал в Иркутскую область, искал кирпич, но тогда мне на заводах сказали, мы будем это делать долго, потому что спецзаказ, и он будет у тебя дороже стоить, чем обычный кирпич в 2 раза. Я связался с Технякольчем по телефону, он говорит, давай-то берем обычный, потому что все равно здание штукатурится, то есть его не будет видно, какой там внутри кирпич, и было решено купить обычный кирпич иркутский, и мы вот его в 90-м году железной дорогой по реке, ну, то есть это весь объем кирпича мы привезли из Иркутска. Вот он стоял на бутовом фундаменте. Бутовый фундамент это что, открытое подполье? Бутовый это сделан из камня. Бут. И вот, не, почему открытого не было подполья? Как тогда, за счет чего обеспечивалось промерзание земли под зданием? А про это не думали тогда. Тогда не было отопления, и тогда воду никто не сливал под дома, как сейчас. Как не было отопления? Но они же не сидели в замерзшем здании. Не, ну каменное отопление было там. Ну, в чем проблема реального училища? Что у них паровое отопление. Они пустили его под пол. И через год оно поплыло. И практически с первого года существования реальное училище начало вести себя уже как аварийное здание. Ленточный фундамент, который здесь был, это просто каменный фундамент без учета всяких да, вещей, да. Он также сейчас и на Никольском храме, и на Троицком соборе. Везде это делалось только так. А вы Другого как нет. переделали? А мы просто поставили сваи, видишь, продухи уже есть. То есть между рамбалкой, на которой, ну, потом бетонная стена, и сваями обязательно должен быть продых. Вот мы его сделали. Что теперь он постоит гораздо дольше. Ну, он будет долго стоять, вечно. Вот я говорю, спросите у людей, новое это здание или реставрированное? Никто не скажет. Ну, интересный объект. И вот в 1977 году мы начали вот это вот полукруг, так называемый. И тогда мы познакомились с Тарасом Гавриловичем. Лично с тех пор мы, так сказать, поддерживали очень хорошие отношения.
Ну, вот отсюда я был призван в 1977 году в армию. Ну, тоже очень интересный объект, красивый. И, кстати, параллельно вот это начало гражданпроект. То есть вот эта часть была построена, а начали строить эту девятиэтажку. Это бригада Иванченко, тоже знаменитая такая бригада была, но это другое строительно-монтажное управление, номер 2. Получается, вот если это здание стояло, там же сейчас сквозной проход, то есть там ломали стены и как бы делали. Ну, конечно, конечно. И когда мы его строили, для нас там специально открывали в 12 часов столовую, чтобы нас кормить. А эти, ну, короче, как называют, чиновники и Гудзолотов прибегали тоже пораньше кушать. Но если вдруг появлялся Тарас Гаврилович, они все размазывались по стену. И такие то есть авторитет был такой безукоризненный, конечно, его, и было так довольно-таки приятно с ним общаться. Говорят, что Якут Золото построила половину объекта в городе. То есть они выступали заказчиками, да? Ну, не не было своей стройорганизации. не было. Мы им строили общагу в 142-м квартале, это возле магазина Манчат. Дзержинского 22. Да, Я там жила, да, ой, да, да. шикарная была. Мы строили детский садик и тут золото. Что-то еще было, не помню. Но да, они много чего строили сами. То есть были заказчиками. Ну, вот этот дом. Ну, тут-то все получилось как задумано, какие-то узорчики есть. Да, вообще этот, почему он назывался юбилейный магазин? Почему? История такая, он начал строиться в 80-м году. Я пришел с армии в ноябре, и в декабре я уже вышел на работу. В начале декабря в свою бригаду. И вот был только первый этаж. То есть мы вот это все делали очень быстро, потому что решено было сдать его в 81 году. То есть, ну, вот, в 80-м начали, в 81-м полностью сдать, чтобы он был к юбилейному 82-му году уже готовый. И мы работали тут очень, ну, тоже интенсивно. Мы его, практически мы коробку сделали к осени 81-го года, то есть там работали в 2 смены тоже. Но случилось, как всегда, в советское время, 7 ноября запустили отопление, то есть уже можно было работать штукатуром и так далее. Но почему-то лопнула одна труба где-то, перемерзла, и, короче, вода шла, лила там чуть ли не 2 суток, и первые 3 этажа практически были залиты в метр водой. Ну и все, и стройку остановили, то есть всех выгнали, и до лета следующего года, да. Ну вот потом был магазин юбилейный. Красивый дом. На самом деле, это были первые квартиры, где было 2 санузла. То есть, когда ты заходишь в прихожку, был туалетная комната, и в глубине квартиры был еще совмещенный санузел. Конечно, для нас это круто было. Получается, квартиры там были не однушки и даже, наверное... Нет, тут однушка, двушка, тройка и четверка. Тут, как всегда, набор. А вот эти вот дырочки, вот черненькие, знаете, что это такое? Ну, где балкон, значит, рядом с балконом кухня получается. И там такой шкаф делался, и в углублении мы делали отверстие на улицу. То есть это был естественный холодильник. Ну, вот многие проекты, кстати, так мы делали. Где-то еще какой-то дом мы строили тоже так же, с естественными холодильниками. Ну, вот это был, то есть, 80-й, 81 год.